советской журналистики, собственно, в контексте своих исследований вообще покажет, как работает слово и что здесь нового было, или, может быть, не совсем нового было в 20-е годы. И будет замыкать нашу встречу Гарифуллин, который, собственно, такой тоже подведет итог такой исторический, да, вот этому явлению как ТССР. У меня предложение такое, собственно, после каждого доклада задавать какие-то вопросы, если они возникнут. А докладчикам такая небольшая просьба, помимо того сюжета, о котором вы рассказываете здесь, пытаться его встроить в некий общий такой контекст, что было до, да, и что будет после. И поскольку мы сегодня говорим в основном именно о визуальности, да, визуальных таких образах, о том, что могло бы быть вдохновением для, например, стрит-артистов, да, которым предстоит работа в следующем году, попытаться это как-то вписать в культурные коды нашего города, да, в культурные коды Казани. Можно ли говорить о том, что есть некая преемственность, или, например, это совершенно новое что-то, и что-то, если есть такая возможность, проследить на наличие этих тенденций, например, сегодня или в позднее советское время. Спасибо, я думаю, что мы начнем. Пожалуйста, Айрат Файзрахман, историк. Спасибо, пожалуйста. Я хочу сделать небольшую тоже вводную, друзья. Здорово всех видеть. Спасибо организаторам. Это такое продолжение проекта 52.0, которое мы делали совместно с молодежным форумом «Татар». Говоря мы, я имею в виду сейчас Центр прикладной урбанистики. 3 года назад, когда у нас была экспедиция по Слободе и интервью с местными жителями, первая попытка разобраться, что с ним происходит. Я хочу чуть-чуть расставить акценты. Эта сейчас встреча важна для нас в рамках большой работы по идентичности исторического поселения Казани, то есть той части Казани, где сосредоточены все старые дома, археология и прочее. И то, о чем сегодня собираются говорить наши гости, докладчики, коллеги, оно, собственно, о том, какие смыслы или образы, какие-то понятия являются для Казани уникальными, которые Казань может представлять на российском или на международном уровне. И очень приятно, что, хотя работа над этой нашей концепцией еще идет, такой документ, который должен лечь в основу того, как вообще строить, развивать исторический центр, уже сейчас на этом этапе является как в некотором роде значимым для управления архитектурой города, для городских художников, потому что в этом, наверное, есть смысл, когда мы говорим о том, что отличает Казань, что является ее уникальным. И это то, что сегодня происходит, поможет отчасти понять, что уникального нужно отобразить в визуальном оформлении города в следующем году в ТССР. И поэтому мы так просим вас, дорогие докладчики, когда вы будете докладывать, постараться вписывать это в контекст того, следствием чего явилось то движение, тот предмет искусства или то явление, о котором вы говорите с точки зрения города, и почему это уникально сейчас, как это должно быть показано, может быть, сейчас через другие визуальные средства, через навигацию, через оформление, через малоархитектурные формы и так далее. Вот на этом все, и первое слово Айрату Файзрахманову, историку, организатору форума и вообще много чем еще известному человеку. Бигзор Рахмат. У нас сколько времени есть? 15 минут? 10? Да, максимум. Я просто основную канву расскажу того, как возникала республика, потому что ее истоки находятся не только в 1920 году, но ее истоки находятся, если говорить именно о республиканской государственности, ее истоки находятся в 1917 году, когда произошла февральская революция. И февральская революция в 1917 году сколыхнула все народы России, Российской империи бывшей, и татары не явились исключением в этом случае. В 1917 году пошли национальные съезды, которые явились, институализировали государственность многих народов. Еще до Октябрьской революции. То есть, когда говорят о тезисе, что республики — это бомба, заложена Лениным под основанием государственности России, это не совсем верно, потому что большевики были вынуждены просто согласиться с тем, что уже народы на своих национальных съездах решили и организовали.
Поэтому вот, когда вот приводим такую картину, да, там известно, да, связанную со столетием ДССР, Ленин подписывает декрет, да, и дарит нам государственность. Это не совсем так, на самом деле. В 17 году было два национальных съезда, крупных всероссийских, два всероссийских мусульманских съезда. Один из них проходил в Москве в мае 17-го, второй проходил в июле 17 года. И в июле 17 года он проходил в здании ратуши сегодняшней. Там было объявлено о создании национальной культурной автономии тюрк-мусульман внутренней России и Сибири. Была объявлена национальная культурная автономия, и это относилось к татарам, башкирам, людям, тюркским народам, проживающим на территории Волги, Поволжья и Урала, и Сибири, соответственно. Вот. Далее. Вот этот съезд в Москве, который был. Ну, про этих личностей, наверное, у нас еще будут говорить Инар Гарифуллин. Это Милли Маджлис, первый парламент, который собрался в Уфе в ноябре 2017 года. Уже пару дней, как прошла революция, они не признали Октябрьскую революцию, но уже начал действовать национальный парламент, который объявил о необходимости формирования не только национальной культурной автономии, но и о необходимости создать территориальную автономию. Территориальную автономию назвали на тот момент Идель-Урал штата, Идель-Уральский штат. Иногда это название пугает, когда говорят об Идель-Урал, как-то ассоциируется с регионами Верхнего Идель-Урал. Это абсолютно неверная ассоциация. Вот, Волжско-Уральский штат. Вот решение в ноябре. Создаются комиссии, которые начинают думать о границах, какая же должна быть граница. Естественно, было ожидание, что туда войдет Казань, Уфа, Казанская, Уфимская губерния, часть Самарской губернии. И вот на тот момент с этим были согласны часть башкирского национального движения, часть чувашского национального движения, которое формировалось, часть движения, которое называлось «Малые народы Поволжья». Ну вот, в итоге это вылилось в то, что в 2018 году, в январе, в Казани был собран еще очередной мусульманский съезд, вот уже военный, второй мусульманский военный съезд. Его руководителем был Илья Салкин, который уже год являлся руководителем мусульманских военных формирований. Вот. На тот момент все-таки больше у татар была такая религиозная, конфессиональная идентичность. И только потом шла такая национальная идентичность. Вот как раз революция, гражданская война, она все-таки переправилась с конфессиональной больше на этническую идентичность. Так вот, 1 марта 1918 года торжественной остановке должен был быть объявлен штат Идель-Урал. Границы этого штата были научно обоснованы Галимзяном Шарафом, молодым на тот момент ученым, то есть это на основе этнографических карт, переписей, культурных атласов и так далее. То есть это была проделана за несколько месяцев такая научная работа. И этот штат Идель-Урал должен был быть объявлен, вы видите по объявлению, он должен был быть объявлен на площади Свободы, на тот момент Театральная площадь. К сожалению, руководителей этого Идель-Уральского штата арестовали, в том числе Илья Салкина, и объявить его 1 марта не дали. Та часть, которая еще не была арестована, они отошли за Булак города, то есть Старую Татарскую Слободу, создали там штаб и, соответственно, объявили о создании такой государственности. Но это была, по сути дела, государственность в пределах закулачной части города. Да? Поэтому иронично советские историки называли ее Закулачной республикой или просто Закулачкой. Объявляли Идель-Уральский штат, надо сказать, на советской основе, то есть это должна была быть Советская республика, но многопартийная. Уже к тому моменту практически вводилась однопартийная диктатура, естественно, это не коррелировало с мнением мусульманских съездов, с мнением татарского национального движения. Ну и параллельно с Идель-Уралом уже на тот
тот момент была объявлена Малая Башкирия. Башкиры не совсем были согласны с необходимостью штата Идель-Урал. То есть внутренние противоречия и, так скажем, активные действия большевиков привели к тому, что все-таки этот штат не был объявлен. Но еще надо сказать, когда в Забулаче был штаб этой республики, 22 марта был подписан декрет Совета народных комиссаров, декрет народного комиссара по делам национальности, кто там тогда был Иосиф Виссарионович Сталин, да, декрет о создании ТБСР, примерно в тех же границах, что и штат Идель-Урал. То есть, по сути дела, большевики предложили альтернативу и штату Идель-Урал, и, в принципе, национальное движение с этим согласилось. Поэтому большевики перехватили инициативу. Декрет о создании ТБСР был напечатан в газете «Правда», и, соответственно, началась работа по формированию этой республики. Даже были приказы о финансировании съезда учредительного. Съезд должен был состояться летом 2018 года, но летом 2018 года, знаете, что уже началась активная фаза гражданской войны на территории России. В 1918 году, 1919 году идея ТБСР еще была жива. И последний акт, когда говорилось о Татаро-Башкирской республике, это декабрь 1919 года, второй съезд коммунистических организаций Мусульманского Востока. Там еще была резолюция о необходимости создания ТБСР. Ну и буквально через пару месяцев, вы знаете, в мае 2020 года все-таки решили создать только ТАССР. ТАССР, но создавая ТАССР, еще под вопросом оказывалась территория части Уфимской губернии, в том числе и город Уфа. Часть местных большевиков вообще говорили, что Татарстану, будущему советскому Татарстану, не нужна ни Уфа, ни Казань. Они так и говорили, ни Уфы вам, ни Казани. В итоге все-таки Казань стала столицей ТАССР, а Уфа с северными уездами Уфимской губернии в 1923 году вошла в состав Башкирской республики. То есть вопрос должен был быть решен с помощью референдума, но референдум так и не состоялся. Собственно, те государственные проекты, которые существовали до ТАССР, и без них невозможно представить формирование самой идеи ТАССР. Не было бы этих проектов, и не создалась бы ТАССР. Еще один момент хотел отметить. Естественно, эти личности, я показывал, о некой пространственной, о неком пространстве в городе, Мы татары мыслим чпичмаками, можно так сказать. Здесь у нас в Ялна-Бистаде, в Татарстане, есть треугольник мечети, Есть этаж, белая мечеть и розовая мечеть, прям такой треугольник. Есть треугольник предприятий, радиоприбор, меховая фабрика «Точмаш». Так можно сказать. В Казани можно спроецировать такой треугольник. Есть у нас парк Стамбул, Парк Стамбул связан с именем Садри Муксуди, который являлся председателем Милли Маджлиса и одним из авторов идеи национальной культурной автономии, о которой я говорил, в 1917 году. Это первая точка. Вторая точка – это Галимджан Шараф, который научно доказал, какими должны быть границы Идель-Урал штата, ТБСР, потом ТАССР, он тоже стоял во главе этой работы. И третья точка – это примерно конец поселка Нефтяников, там, где стоял дом Ильяса Алкина, семейство Алкина, такой получается треугольник. Ильяс Алкин тоже, не состоявшийся, с одной стороны, президент штата Идель-Урал, штат, стейт, с английским государством. Штаты, кстати, на тот момент идея штата звучала постоянно в других национальных движениях. Такой треугольник тоже должен быть. Галимджан Шараф – это улица Жуковского. Мемориальная доска появилась. В Садри Муксуди тоже написано, кто такой. Судья Самалкин, к сожалению, у нас на территории Казани
ни одной мемориальной доски нет. Ну, еще личность, ну, я уже говорил, это НКЦ, площадь перед НКЦ, которая называется площадь Султана Алиева. Это человек, который уже позволил стать ТАССР, да? Ну, хотя бы ТАССР появилась, да? Татарская автономная Советская Социалистическая Республика. Вот, собственно, вопросы. Не должны быть вопросы. Ну, у меня вопрос такой. Если упустить Микрофон. исторические сейчас подробности, на самом деле, ты говоришь о том, что формирование началось раньше, чем формирование идеи собственной республики, или самоуправление началось раньше, чем это произошло формально, но принципиальные отличия, в общем-то, были в порядке, в иерархии, горизонтальной или вертикальной, или собственно, вот в однопартийности или многопартийности, что появляется. И второе, это все-таки про, мне кажется, важный момент перехода от профессиональной к этнической идентичности, наверное, поскольку дальше она... Да, вот критичен период 17-18 года. А что еще в городском пространстве, как тебе кажется, может сейчас это ключевой момент, Вот ключевые территории? я все время возвращаюсь к новому татарскому ладу. Здесь очень интересный топоним, когда Кызыл Татарстан, Красный Татарстан. Здесь есть улица Камень-Якубов, который тоже являлся личностью, который стоял во главе движения за Советскую Республику. Дулат Али, его наследником Вадим Дулат Али, да, профессор консерватории является, друг Тукая, да. То есть вот такие имена революционеров, да, улица Шурама, улица Ирек, ну вот очень такая метаморфоза, улица Ирек, это свобода, да, упирается в тюрьму у нас. Ну, Радив вот заметил такой, да. Вот, на самом деле, если прям там тупик улицы, да, тупик улицы Ирек, вот. Вот, эти названия, топонимика, она тоже очень хорошо характеризует этот период. Вот эти лозунги Ирек, Эш, да, свобода, работа, красная, да, там, Красный Татарстан, имена вот эти, которые звучали в то время. Вот, тот революционный подъем, они неплохо отображают. Такая красная, советская топонимика 20-х годов. Да, спасибо, понятно. То есть, например, это может быть какой-то проект навигации, да, может быть, который раскрывает, помните, у вас был проект в серии «Кто все эти люди», когда было про его проходить репортаж и так далее. Да. Кстати, если вы заметили, один объект, который мы не сказали, это вот там Безнадзорловый наша гордость, да, тут же идея Радифа Кашапова, Тукай, то есть поэт, там, писатель, политик, революционер, композитор и имам. Вот шесть личностей. Но они вот жили практически на заре, ну, перед советским Татарстаном, что ли. И тоже готовили почву. Да, ну, Сайдашев чуть попозже. Спасибо, понятно. Если нет больше вопросов, есть вопрос такой. Все-таки что повлияло, какие факторы? Не работает микрофон. Какие факторы все-таки повлияли, почему не Татаро-Башкирская республика, а все-таки осталась Татарская республика? Хорошо, что у нас семинар, Гарифонович пока нет. Да, все-таки у башкир было тоже свое сильное национальное движение. Там был вопрос о земле, башкиры хотели закрепить свои права, которые были на земле, у них были обширные земли. Соответственно, сформировалось и сильное башкирское движение, которое мыслило себя самостоятельно. А татары, в отличие от многих других мусульманских народов, они сначала сделали ставку на национальную культурную автономию. То есть это не территориальная автономия, на объединение вот этих мусульманских народов. Потом уже вверх взяли молодые политики, а в то время уже и башкирское движение пошло, и, к сожалению, вот не состоялась эта республика. Ну и здесь все-таки надо сказать, что в 2018 году со стороны Народного комиссариата по делам национальности было множество препятствий. Финансирование и так далее, там учредительный съезд откладывалось, вот есть эти архивные документы, неделя за неделей откладывалось. Вот должно состояться учредительное собрание? Нет. Деньги куда-то делись. Потом вот уже боевые действия пошли. В 2019 году уже большевики не хотят на Татаро-Башкирской республике, но все равно местные народы стоят за это, резолюции национальных съездов еще идут за эту республику. То есть постоянно вот эти противоречия. Еще нужно сказать один момент последний.
условие, что если бы они состоялись как союзные республики, возможно, ведь Советский Союз бы не развалился, потому что ну, они посередине здесь находятся. Да? Вот в 2020 году, как раз в апреле 2020 года, Заки Валиди, лидер Башкирской республики, он бежал на сторону врага большевиков, в сторону басмачей, да, в Среднюю Азию бежал. И это привело к тому, что статус Башкирской республики снизился. И вместе с ними снизился статус объявляемой Татарской республики. Но в тот момент, еще 20-21 год, большого отличия между автономной и союзной республикой не было. Потом оно уже пошло в СССР. И Султан Галиев, например, боролся за то, чтобы не было иерархии республик. Были все равны. Такой. У меня такой вопрос, может ли быть связан последний? Это стремление к горизонтальной форме самоорганизации просто со исламом. Насколько я понимаю, мечети и вообще конфессионально ислам более горизонтальная история, чем РПЦ. Может ли это быть как-то связано, чем православие? Ну, надо сказать, да, что очень много организаций появились, которые конкурируют с собой. Иерархии не было, старшее поколение с молодым поколением конкурировало национальное движение. Организации разные, вот военные движения отдельно, там, религиозные деятели отдельно. И вот тоже был некий такой тоже разлад, можно сказать, что не смогли сконсолидироваться, это тоже одна из причин, можно сказать. Ясно. Спасибо большое. Джек, есть ли еще вопрос? Подождите, у нас нет видеозаписи, поэтому давайте говорить в микрофон. У меня 3 таких мелких уточнения вопроса. Первое – это про штат, да, то есть штат и Дель-Урал. Вот вы уже говорили, что штат, потому что стоит государственность. Я думаю, что это штат, потому что отсылка к Америке, федеративное устройство. Это да. С чем связано? Да, на тот момент единственным такой идеалом федерации были Соединенные Штаты Америки. На тот момент никогда еще не существовало противостояния до там, США и России, да, и идеалом федерации выглядело и США, поэтому штат, да, существовал. Резолюции по штатам, например, были на украинском национальном съезде. Я сам диссертацию писал по украинскому национальному съезду, по белорусскому. Слово «штат» фигурировало очень часто на тот момент. Но смысл был такой, что это... Что это государство, что это национальное, что федерация строится на национально-территориальных основах. Штатом может являться только вот национальное образование. Так, второе уточнение. Вы сказали, что вам ни Уфы, ни Казани, тогда что предлагалось как столица? Какой город? На тот момент вот просто большевики местной организации казанской, они были против того, чтобы это стало территорией ТССР. А что будет вместо этого, такого я не видел. Спасибо. И еще у меня вот такая ассоциация, что штат Дель-Урал, Сайд Галеев и Вахидов обязательно. Но почему-то он не прозвучал, хотя он стоит у кольца у нас, да? И вот эта вот история, что его там расстреляли в Богородском, что ли, там арестовали. Да, я как раз, у меня тема называется, да, альтернативные государственные проекты, я вот про них, да, вот этот треугольник получается. А все-таки идея Мулана Урвахитова, Султана Галеева, она реализовалась, в принципе. Советская автономия, да? Конечно, еще можно какой-то такой треугольник советских деятелей провести, что у нас третий будет. Да, Еще тогда Ильяс Алкин, это сын Шагахмета Алкина? Это та династия или нет? Шагахмет. Юристы. Нет, сейчас я вспоминаю, отца так назвали. Ну, да, то есть у него дед был полицмейстер, да, обер-полицмейстер, отец был депутатом и адвокатом. То есть это известная семья. Надо сказать, кстати, про Алкина, да, это уже были такие немножко ассимилированные татары, они не очень хорошо говорят на татарском. И под ним подсмеивались, ага, вы там не умеете разговаривать, и даже читать толком не умеете. Но зато они защищали. Они же защищали интересы татар-мусульман всей Российской Да. империи. Саид Гилей Шагахметович Алкин. Да. Все. Я уже и так